Это проект «Испытано на себе». Евгений Никифоров, Якутия 24. И сегодня я отправляюсь в прекрасное, увлекательное, удивительное путешествие. Называется она «Пути великих свершений» под эгидой РГО, плюс множество других организаций, которые примут участие в этом замечательном автомобильном туре. «Пути великих свершений» — это проект, который позволяет нам более подробно, детально узнать об истории Якутии, о географии, о каких-то важных знаковых открытиях. В общем, все то, что может быть интересно не только нам, но и нашим потомкам. Итак, мы находимся на переправе Даркалах. И именно отсюда начнется старт экспедиции, которая состоит из 4 автомобилей УАЗ «Патриот». Дорога пройдет местами по зимнику, местами по постоянной дороге. Мы посетим такие удаленные, знаковые населенные пункты нашей республики, как Тополиная, Батагай, Верхоянск, Усть-Куйга. Конечно же, финишем будет прекрасный поселок Тикси, откуда открывается замечательный вид на море Лаптевых. Все это я вам покажу, расскажу. Будет очень-очень интересно. Смотрите нас. Полюбуйтесь прекрасным восходом сегодняшним. Сейчас, пока мы ехали, небо было совершенно малиновым. Сейчас, конечно, уже солнышко поднимается, но тем не менее красота неописуемая. Лед на реке пока еще белый-прибелый. Я думаю, что это хороший знак для того, чтобы начать сегодняшний путь. Здесь у нас сейчас по плану должна пройти церемония Алгыс на нашу счастливую дорогу. Ждем оставшийся экипаж. 4 машины будут участвовать в экспедиции, 12 человек, по 2 человека в машине, плюс множество вещей. Мы едем почти на автономе. С собой взяли продукты, воду, теплую одежду, средства для готовки пищи, потому что север – это дело не шуточное. Кто знает, сколько придется времени провести в дороге. Расчетное время в пути 5 дней до Тикси и 5 дней таким же маршрутом на этих же машинах обратно. Итого вся экспедиция займет приблизительно 10 дней. По крайней мере, расчетное время у нас такое. Прибыл последний экипаж, теперь все в сборе и можно будет отправляться в путь. На пути исследования, будем смотреть, кто как головной и так далее, кто дорогу знает, кто там, поэтому будем определяться так, чтобы было дружно. В экспедиции пробудем 10 дней, планируем 5-6 апреля быть в Якутске, а так по пути исследования у нас будет фиксированные остановки, это первая остановка Тополиная, вторая Батагай-Верхоянск, следующая Усть-Куйга, проведем круглый стол в Найбе и конечный пункт это пункт поселок Тикси. По истории, по развитию дороги, по взаимодействию с нашими промышленными предприятиями, по проблемным вопросам населения, фиксация на видео, фото, в письменном виде, все это будет сделано и, конечно же, доведено до общественности. Желаю, чтобы наша экспедиция состоялась благополучно, и мы все вернулись в добром здравии домой. Добрый путь! Испытано на себе. Ну что ж, друзья, вот мы отправились в дорогу. Старт на начале ледовой переправы, идущей из Даркалаха в сторону Нижнего Бестяха. Прекрасная дорога, но это только сейчас, ранним утром, потому что пока еще не подтаяла, не появилась вода. В последние дни обещали плюсовую температуру, поэтому есть большая вероятность, что на обратном пути мы будем немножечко плыть. Сейчас снег пока еще белый, ни намека на таяние. Напоминаю, что мы будем двигаться на север. По идее, должно быть с каждым километром холоднее и холоднее. Так ли это на самом деле, увидим буквально через пару дней. Остановка на завтрак в кафе с музеем, как оно называется, кафе с музеем Тенгелю. Оно отстроилось после недавнего пожара. Здесь новое здание. Также украшена композициями из дерева входная группа. Сейчас зайдем, позавтракаем. Время у нас
7:30, выезд был в 6 утра. Поэтому сейчас самое время немножечко перекусить, попить кофе и двинуть в дальнейшую дорогу. Прибыли на границу Чурапчинского и Татинского улусов. Очередной обряд благословления Алгыс. Небольшая остановочка на разминку. Более сотни километров уже позади. Погода прекрасная. Продолжаем двигаться дальше. Мы в Этекеле заехали на территорию хозяйства Тата Автодор. Это, можно сказать, градообразующее предприятие улуса. Здесь новый завод асфальтобетонный, асфальтобитумный даже. И этот завод будет асфальтировать часть федеральной трассы, которая проходит по Татинскому улусу и соседним улусам. Совсем скоро здесь будет асфальтовая дорога. Здесь я встретил своих коллег НВК Саха, отделение в Этекеле. Дал интервью, пообщались с коллегами. Здорово, что республиканская телекомпания и есть филиалы в большинстве улусов, есть люди, корреспонденты, мои коллеги, которые объединяет общее дело донесения до зрителей интересных фактов, интересных событий, интересных мероприятий, впрочем, таких как наша экспедиция в Тикси. Находимся на границе Татинского и Тампонского улусов. Традиционная остановка. Очень бодро идем. Сейчас время 1 час. Мы уже на границе, как я сказал. Приближаемся к Хандаге. Совсем скоро будем переезжать реку Алдан по льду, по ледовой переправе в Хандага. И сегодняшняя наша крайняя точка, куда мы должны добраться, это село Тополиное. Перед селом Тополиным прекрасные перевалы горные, обязательно на них посмотрим, альчанские. Я думаю, что сегодня мы даже опередим график, хотя так говорить нельзя. Въехали на ледовую переправу, это река Алдан. Здесь стоят вешки-указатели переправы, уже видно лужи. Довольно большой трафик, всем нужно успеть, пока есть возможность, пересечь реку по льду, доставить грузы в северные районы Якутии. Ледовые переправы, дороги по рекам, по сути, один из единственных вариантов перемещения по нашей огромной республике в зимнее время года. Во многих улусах просто нет летней дороги, и возможность добраться в отдаленные населенные пункты имеется только зимой, когда открываются автозимники по рекам, иной раз по озерам нашей республики. Конечно же, это временная мера. Сейчас у нас конец марта, буквально в середине апреля многие ледовые переправы закроются, либо будет ограничение по весу проезжаемого транспорта, поэтому именно сейчас есть возможность добраться на автомобилях в самые отдаленные уголки. Кроме того, многие населенные пункты получают продовольствие, товары первой необходимости, продукты именно таким способом, по автозимникам, проходящим по рекам. Ну
что ж, мы находимся в Хандаге, это административный центр Тампонского улуса, преодолели 430 километров. Сейчас в дороге встретили снегопад, снежок шел, поэтому он здесь лежит во всем поселке. Настроение бодрое, движемся очень динамично, на мой взгляд. И сейчас по плану у нас возложение венков к одному из культурных памятников. И сегодня мы собрались, чтобы почтить память летчиков, чей подвиг навсегда останется в истории нашей страны. Эти летчики перегоняли самолеты по секретной трассе Аляска-Сибирь, выполняя особое задание советского правительства. Перезахоронение останков экипажа 3-го перегоночного авиаполка. На площади Победы были захоронены командир эскадрильи капитан Федор Салов, штурман старший лейтенант Иван Радя и старший радист сержант Михаил Сухлецов. Друзья, наша экспедиция добралась до поселка Хандага. Это административный центр Тампонского района. Здесь, в торжественной обстановке, заслушав очень познавательную лекцию о подвиге героев-летчиков, наше командование, наше руководство возложило венок, гирлянду к памятнику героям-летчикам. Очень добродушно встретили нас здесь местные представители власти, представители администрации. Выпал снежок, как вы видите, он нас накрыл немножечко при подъезде к Хандаге, но это завершилось небольшим легким снегопадом. В итоге ничего страшного, сейчас мы обедаем, двигаемся дальше. У нас впереди сегодня конечная точка нашего маршрута сегодняшнего дня, это Тополиная. Какой есть зажигалочка? Дайте. На северных дорогах автомобильные заправочные станции большая-большая редкость, поэтому если удается заправить машину, то водители обычно заправляют полный бак, а также все запасные канистры, которые везутся с собой. Ведь может случиться так, что до следующей заправочной станции несколько сотен километров, и то при приближении к ней выясняется, что она может не работать. Это может быть очень неприятным сюрпризом, поэтому при малейшей возможности водители, отправляющиеся в дальнюю северную дорогу, заправляют полные баки. Чем мы сейчас и занимаемся. За мной поселок Теплый Ключ. Мы здесь заправляем наши автомобили, наши канистры и проезжаем мимо него дальше в сторону Тополиного. Смотрите, какая прекрасная сегодня погода. Послеобеденное солнышко греет, уже по-настоящему все весеннее, вокруг лужи, а мы двигаемся на север. Это круто. Вот мы проехали от Хандага, от районного центра Тампонского района, первые 100 километров. Вот 100-й километр называется у нас. Здесь в 1947 году была создана организованная база Алданского районного геолого-разведочного управления. А тут вот буквально через несколько сот метров вот на развилке это идет на сторону Тополиного, до Тополина 188 километров. И далее, вот как видите, Батагая. Отсюда 900 километров. Дальше вот идет до Магадана эта дорога. Село Тополино находится в 188 километрах отсюда. Это компактное проживание малотисных народов севера. Сегодня там как раз большие мероприятия проводятся. Это юбилей Тампонского района 95 лет и 90 лет нашему легендарному директору оленеводческой отрасли, герою социалистического труда, который руководил 40 лет совхозом Тампонский, Василия Михайловича Кулаткина.
удалось зацепить золотой час. Сейчас, конечно, уже сумерки наступят, но тем не менее мы поймали самое-самое красивое время. Причем дорога, что интересно, в очень хорошем состоянии. Работают дорожники. Конечно, да, где снег потаял, на дороге образовались лужи, и встречные автомобили, либо даже впереди идущий автомобиль забрызгивает весь перед, лобовое стекло, фары, и это необходимо вовремя устранять при каждой остановке, протирать фары, протирать лобовое стекло, потому что от этого напрямую зависит безопасность движения. А северные дороги, они любят безопасность. Потихонечку приближаемся к Тополиному. Сумерки, начинает потихоньку холодать. Задача до темноты добраться до поселка, до села, чтобы отдохнуть. Сегодня мы уже больше 12 часов в пути. Представляю, как устали водители. Были остановки на обед, на 5-минутки отдыхи. Но тем не менее, еще дорога предстоит долгая и нужно двигаться. Хотя пейзажи вокруг чрезвычайно красивые, передать это на камеру очень сложно. Здесь приходится просто любоваться, запоминая это в своем мозгу, запечатлевать глазами, потому что камера это все через стекло автомобиля, к сожалению, да еще и в движении не передает. Неимоверная красота северных гор. Точнее, пока еще не северных. Мы движемся на север. Это горы Тампонского района, Тампонского улуса. Пока любуемся ими. Он меня Тополином построил. Уже был деревянный мост. Да, здесь деревянный мост, это Кулянский мост. Он был построен в 1956 году, а потом в 2007 году мы сделали реконструкцию уже деревянного исполнения, а вот этот мост мы стали 3 года тому назад. Вот мост проехали, Менкуле. Очень хороший мост. И видели, да? 2 моста еще строят, Круглах и Куранах. Вот если эти мосты построим, то круглогодично будем ездить. Не бояться. Ни дождей, ничего. Что ж, друзья, вот мы и вскарабкались на вершину перевала Большой Альчан. Высота здесь примерно 1600 метров, и на вершине, на самом перевале, установлена скульптурная композиция оленя, указывающая на то, что места здесь оленеводческие. К большому сожалению, перевал мы прошли в темноте, поднялись в темноте, ориентируясь по свету фар спускающихся машин. Быть может, на обратном пути нам удастся запечатлеть всю красоту этого подъема в светлое время суток, и тогда мы сполна насладимся видами. Действительно, перевал достаточно крутой, извилистый, местами даже немножечко страшновато. Может быть и хорошо, что мы не видим то, что происходит внизу, за обрывом высотой 500 метров. Команда бодрая, сейчас у нас достаточно холодно, время 8:45 вечера. Мы потихоньку, шаг за шагом, километр за километром приближаемся к нашей конечной точке сегодняшнего дня, к Тополиному. Едем дальше.
Испытано на себе. Доброе утро, страна! Прекрасно прошла наша ночевка в вахтовом поселке, в селе Тополиное. Такой вот каламбурчик. У нас замечательный номер люкс на 6 человек. Выспались просто здорово. Да, ребят, спалось же хорошо? Очень даже. В меру тепло, мягко. В окружении гор. Базовые удобства здесь есть. А сейчас покажу, какая красота нас окружает вокруг. Итак, это, конечно же, в первую очередь база. База с жилыми модулями, с вагончиками. Но эта база расположена в окружении гор. Да, сейчас их не совсем видно, их скрывают постройки, бытовки, лесочки. Но, тем не менее, если присмотреться, вот там на горизонте шикарнейшие горы. Сегодня у нас один из самых сложных дней маршрута, самых сложных участков. Это перегон Тополиное-Батагай. На этой трассе нет ни единого населенного пункта. Там местами заметает дорогу так, что приходится откапываться лопатами. Конечная точка — это Батагай. Я думаю, что сегодня будет очень интересно. Но скажу одно: погода с утра уже радует. Не холодно, нет ветра. Благоприятная какая-то обстановка такая здесь, завораживающая. Я думаю, что все будет хорошо. Батагай, жди нас. Наши автомобили готовы к дальнейшему следованию. Напоминаю, это 4 УАЗа Патриот экспедиционных. Вчера без единой поломки мы преодолели 771 километр до села Тополиное. Ехали 15 часов. Ну, конечно, все это время мы не только ехали, но и обедали, отдыхали, останавливались в знаковых местах, проводили какие-то определенные культурные встречи. Приехали в Тополиное ровно в 9 часов вечера. Я думаю, прекрасный результат. Да, здравствуйте. Якутия 24. Да, проект испытан на себе. НВК Саха Якутия 24. Нас уже снимали, мы уже привыкли. Да, конечно. Кашка — это святое. Хорошо. О, пожалуйста. прекраснейше. Спасибо. Так, осторожно. Так. Всем приятного аппетита еще раз. Здорово тут, красота невообразимая просто в Тополином. Все просто шикарно смотрится. Такие горы, такие дороги. Огонь. Завтрак в вахтовой столовой. В меню каша. То, что нужно для бодрого утра. Вам тоже так же, да? Так, ребята, которые попасть в эфир хотят, да, вот. Я вижу, тут много ребят хотят попасть в эфир. Много. Георгий Дмитриевич, вы хотите попасть в эфир? Всем привет, отлично выспались. Очень гостеприимно, вкусно, тепло. Приятно. Начало второго дня экспедиции. Поправка в селе Тополиное, Сахарный сбыта. У нас разные источники финансирования по правительственным материалам. И поэтому у нас есть проблемы, как некоторые, по карточкам. Ну, сейчас разберемся. И в 8 утра у нас возложение венков памятникам, летчикам, погибшим при перегоне трассы России. Сегодня мы очень хорошо переночевали. Компания «Магистраль» предоставила хорошие спальные комнаты, позавтракали, поужинали. Ну и сейчас мы хотели бы возложить гирлянду в память наших тех людей, которые нам сохранили мир. Гирлянду возлагаем глава поселка, руководитель проекта «Пути великих свершений» Георгий Дмитриевич Никонов, советник главы, первый заместитель министра Арктики, рядом с Михаил Погадаев и Афанасий Семенович Владимиров, это я. И наш гость из Черопчинского полуса. Да, ага, глава. Все, 3, 4. И собачка к нам пришла. Мы сами ежегодно сюда, как видите, тоже возлагаем гирлянды. Каждый год мы ходим на горы, вот 3 горы, и это 3 горы в честь вот этих вот 3 летчиков.
администрации Тополиного УРУ Всего самого хорошего. Скандал. Обратно. Конечно же, мы не можем вам показать такую красоту. Она началась сразу после выезда из Тополиного, после пересечения реки Тампо. Вы видели новый мост, а теперь буквально через километр мы не можем просто наглядеться, не можем нафотографироваться. Это невозможно просто воспринять. Настолько красивые горы, и солнце, и снежок, все благоприятствует тому, чтобы сделать очень шикарные кадры, очень шикарные фотографии, но самое главное, воспоминания, они останутся вот здесь. Одно дело запечатлеть это на пленке, и совсем другое дело увидеть это собственными глазами. Я знаю, что многие из членов нашей экспедиции здесь впервые, поэтому столько восторга, столько фотографий. Но мы не можем останавливаться каждые 5 минут, потому что действительно виды шикарные, нужно двигаться дальше. Но вот здесь особая смотровая точка, которую мы хотели бы вам показать. Наслаждайтесь, друзья! Так вот, там основной перевал, до которого доедете, называется Хунхадинский перевал. Хунхада. Да, Хунхада, да. Вот, до него по факту это круглогодичная дорога. То есть отсюда уже силами полиметалла была построена больше 100 километров. Сколько? Да, больше 100. Да, вот тут сталинская дорога, так называемая, по прижимам сделана. По перевалам, она там видно она заканчивается? Да, вы доедете, получается, перевал серпантином большим. Все по факту, дальше начинается там плато, видно, болото. резко, Да. Хотим снять в этом. Да. Вы его не проедете точно, потому что вы будете здесь ехать по прижимам, спуститесь в речку, проедете по речке и подъедете ко второй дистанции, там база будет стоять большая дорожников. И после нее сразу вот Хунхадинский перевал. Да. Происходит и такое иногда на горных серпантинах. Где-то можно не справиться с управлением, может быть в темноте, может быть наоборот при ярком солнце. И вот к таким последствиям приводит невнимательность, может быть неосторожность, а может быть просто плохие дорожные условия. Будьте внимательны, будьте осторожны, не спешите ни в коем случае, особенно если дорога горная, видимость не очень хорошая. Красота, страшная сила, но и страшная опасность в то же время. Ну что ж, сегодня мы уже 4 с лишним часа в пути, но ощущения каждый километр, каждую минуту новые. У нас были и лесные дороги, и перевал, неимоверный по своей красоте, снежные вершины, снежная долина, одним словом, белое безмолвие. И посреди этого белого безмолвия радостно увидеть какие-то небольшие вахтовые поселочки дорожников. В одном из них сейчас мы пообедаем, нас гостеприимно пустили внутрь вагончика со своей едой. Да, конечно же, у нас вся провизия с собой, ведь экспедиция подразумевает полный автономный путь. У нас есть еда, вода, вещи, которые мы можем с собой взять для ночевки где-то в экстремальных условиях.
Вот сейчас вы видите, как на нас надвигаются собаки. Возможно, у них тоже будет сейчас небольшой перекус нами. Пока этого не случилось, давайте зайдем в вагончик, посмотрим, что там есть интересненького, вкусненького, и двинемся дальше. До Батагая еще много ехать, и самый интересный факт на сегодня — это то, что мы будем пересекать границу Северного полярного круга, границу Арктики. Она примерно через 200 километров. Главное нам ее не пропустить, где у нас припасен специальный указатель, табличка информационная о том, что это граница полярного круга. Что, пойдемте кушать? Пойдемте кушать? Сегодня у нас будет одно из интересных событий на маршруте. Это пересечение границы Северного полярного круга, то есть пересечение по факту границы географической Арктики. Отсюда это около 200 километров. У нас заготовлена специальная табличка, знак-указатель, потому что по отчетам путешественников именно в точке пересечения полярного круга нет никакой ни стелы, ни указателей. И мы решили исправить это досадное недоразумение, установить свой собственный знак-указатель, информационную табличку. Испытано на себе. Что ж, друзья, здравствуйте. Мы находимся приблизительно в 150 километрах от поселка Батагай. Замечательный, очень антуражный чайной, где можно попить горячего чая, покушать супчик, есть также второе и немножечко погреться. Горячий чай очень актуален для меня сейчас, потому что буквально пару часов назад произошло непонятное отравление. Не знаю, с чем это связано, может быть, немножечко уже скоропортящиеся продукты сыграли роль, может быть еще что-то, но организм отреагировал неожиданно и привело это к небольшим остановкам. Мы чуть-чуть задержались, буквально, может быть, на полчаса суммарно, но теперь все в порядке. Поспал в машине, пропустил самые интересные виды, но тем не менее мы их запечатлели на камеру, на фотоаппараты. И сейчас, как я уже сказал, мы находимся в чайной на финишной прямой. До Батагая у нас осталось еще одно важное дельце. Совсем скоро мы будем пересекать границу полярного круга, будем въезжать в Арктику. Обязательно вам покажем момент пересечения этой границы, воображаемый, естественно, и установим там памятную табличку. А сейчас всем приятного аппетита! Ради нужно сказать, что здесь уже есть интернет Билайн. Вообще, большей частью по трассе распространен интернет Билайн. Мегафон здесь не работает, МТС тут не работает. А вот Билайн, пожалуйста. Очередная остановочка для отдыха, чтобы поразмяться. Участок от Чайной Челбон до Батагая просто нереально дикий. Очень большие кочки снежные, колея, ехать приходится медленно, но тем не менее мы потихоньку продвигаемся к поставленной цели. Испытано на себе. Здравствуйте, друзья! Доброе батагайское утро! Давайте подведем итоги вчерашнего дня. Приехали мы вчера поздно вечером, а все потому, что дорога здесь не сказать, что простая, не сказать, что суперсложная, но тем не менее продвижение происходило медленно. Ехали мы 16 часов из Тополиного, естественно, с остановками, на размяться, с ужином, так сказать, можно в одной из чайных. Добрались прекрасно, преодолели вчера более 500 километров, 510, по-моему, и заночевали в поселке Батагай. Сегодня у нас очень насыщенная программа, у нас выезд в Верхоянск, у нас встреча с администрациями, насыщенный рабочий день в плане встреч, событий, мероприятий. Думаю, что он пройдет замечательно. Как вы видите, здесь весна тоже вступила в свои права, снег чернеет, на улице уже достаточно тепло и чувствуется приближение короткого северного
лета. Вчера мы пересекли границу полярного круга, это тоже знаковое событие. Теперь мы территориально находимся в Арктике, в полноценной, можно сказать. Это тоже для многих из нашей команды впервые. Завтра мы выдвинемся дальше по маршруту. Это будет еще севернее. Это Усть-Куйга, это Найба и конечный пункт нашей экспедиции – это Тикси. А сегодня мы готовы к работе. Смотрите, будет очень много чего интересного. Покажем, расскажем обязательно. Дом культуры Батагая. Кстати, здание строилось изначально как железнодорожный вокзал. Кто знает, может быть, когда-нибудь сюда придет современная железная дорога. Давайте заглянем внутрь. Бетонного монолита. У нас даже лестницы юры. Вверх, есть дом культуры старики. Там проект. Друзья, вот здесь планировался во время строительства перрон, выход к железным путям, к железнодорожным. Сейчас здесь Дом культуры, но кто знает, кто знает. Дом культуры очень шикарный. Здесь масса элементов из советской эпохи. Все такой сталинский ампир. Очень тепло нас встретили здесь. Да, и очень порадовало, что множество людей смотрят нашу передачу «Испытано на себе», наш канал Якутия-24. Здесь узнают, здесь говорят про то, что канал Якутия-24 очень интересно, доходчиво рассказывает о разных аспектах жизни республики, города Якутска, развлекательные передачи. И я очень рад, что мне сегодня выпала честь представлять Якутию-24 на дорогах севера. Это здорово. Смотрите дальше. Испытано на себе. Автоэкспедиция в Тикси. Поэтому сюда начали строить, в ту сторону сейчас. Заправляемся в Батагае. Ну что ж, друзья, двигаемся к местному кратеру, Батагайский кратер, он же Батагайский провал. Сейчас посмотрим на него с высоты. За моей спиной находится как раз та самая термокарстовая котловина, так называемый Батагайский провал. Образовался он в результате таяния вечной мерзлоты. Ну а вечная мерзлота, как известно, просто так не тает. Она начала таять вследствие действий людей, вследствие вырубки леса. На сегодня провал представляет собой колоссальное зрелище. Длина его чуть больше километра, ширина 800 метров. И что самое страшное, он увеличивается. Высота вот этих стенок сзади с срезами многих-многих тысяч лет, 100 тысяч лет, 200, 400 тысяч лет здесь обнажились породы. Высота достигает 100 метров. Здесь можно найти, увидеть останки различных доисторических, скажем так, животных, чем активно занимаются исследователи, ученые, археологи. Серьезное очень зрелище, глобальное. И, конечно, не дай бог, чтобы он расширялся. Хотя смотрится, конечно, красиво. Друзья, здесь нас встретили хлебом и солью. Посмотрите, какая красота, какая вкуснотища. Замечательный прием. Нельзя отказываться, нужно пробовать. В цветочках или там бумажечка. Что ж, друзья, едем в Верхоянск. Свернули с трассы Батагайской. Путь
Путь предстоит не близкий, порядка 60, да, по-моему, 60 с лишним километров до Верхоянска. Есть две дороги, одна из них проходит по реке, по которой мы сейчас поедем, очень живописная, красивая. И другая, чуть более короткая, проходит по горам, по Верхоянским горам. Верхоянск ранее был столицей Верхоянского района, а теперь столица Батагай. Но, тем не менее, Верхоянск ставил за собой право полюса холода. Многие эксперты, конечно же, обсуждают этот момент до сих пор. Баймингун или Верхоянск является истинным полюсом холода. Ну, я думаю, что и там достаточно низкие температуры, чтобы оба этих поселка были названы, приняты полюсом холода, потому что столь низкие температуры действительно большая редкость для северных территорий. Что ж, едем в Верхоянск, посмотрим на него, будет здорово. Живописнейшая дорога, которая соединяет поселок Батагай с городом Верхоянском. Находимся примерно на полпути, остановились возле священного места, чтобы покормить духов. Традиционный обычай. Посмотрите, какая весенняя красота уже вокруг. Все тает, яркое солнышко. Двигаемся дальше.